Кавказ – страна древнейших народов мира. Сложна его история, мозаична его культура, изумительны его легенды. Кавказ – страна гор и гор языков, народов, рас. Здесь говорят на 50 языках, из которых 40 чисто кавказских. Кавказ – страна ландшафтных и климатических контрастов, от континентальных до субтропических. Кавказ – страна чарующих равнин и долин, тянувшихся к омывающим его двум морям – Черному и Каспийскому. Кавказ – страна вечных снегов, его величавых гор, где к скале был прикован герой греческой мифологии Титан Прометей. Кавказ – древнейшие, использовавшиеся завоевателями геополитические ворота из Азии в Европу и из Европы в Азию. Через эти ворота огнем и мечом проносились все истребляющие орды великих полководцев Кира Персидского, Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана. Через эти ворота двигались скифы, сарматы, хазары, монголы, татары, арабы, турки, русские, оставляя за собой не только следы своей культуры, но и кровоточащие раны на теле аборигенов. Кавказ – страна, где представлены все мировые религии. Кавказ – страна, где кавказские народы с феодально-аристократической конституцией, армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, осетины, кабардинцы, черкесы жили по соседству с таким же народом, с патриархально-родовой демократией Нохчи. Кавказ – страна, по имени которой антропология назвала белую расу кавказской расой. Откуда же произошло слово «Кавказ»? Никто этого не знает. Впервые слово «Кавказ» встречается в трагедии «Прикованный Прометей» у древнегреческого драматурга Эсхила около 500 лет до христианской эры. Есть версия, что название «Кавказ» вероятно происходит от греческих слов «кау», «казос», что означает «трон небес». Тяжелой была доля кавказских горцев, оказавшихся волей судьбы на перекрестке стратегических ворот Евразии. Трагедия или величие горского народа заключалось еще в том, что он никогда в своей истории не признавал над собой иноземной власти. Отсюда вечная борьба за самосохранение, многочисленные войны против во много раз превосходящего завоевателя, иногда безумно наступательные. Северокавказцы, несмотря на разные языки и диалекты, составляют единую социально-этническую общность по своей расе, истории, культуре, адатам, психологическому складу, территории, религии. Поэтому до революции их называли общим именем. В русской
литературе – горцами, а в европейской – черкесами. По сути дела, они – племена одной северокавказской нации. Это национально-историческое единство горцев засвидетельствовано и в их неоднократных совместных попытках создать общее государство. Движение шейха Мансура 1780-1791 годы, Имамат 1834-1859, Республика Северного Кавказа 1918-1919, Северокавказское эмирство 1919-1920 и, наконец, Советская Горская Республика 1920-1924, которую Москва потом ликвидировала, как ликвидировала она подобные федерации в Закавказье и в Туркестане, ибо убедилась в мудрости староримского принципа «разделяй и властвуй». Указания о северокавказских племенах под разными наименованиями встречаются в летописях и трудах древних писателей, греков, римлян, арабов, персов, армян и грузин. Непрестанное движение через Кавказские ворота чужеземных народов прибавляло все новые и новые экспонаты к этнографическому музею, как историки назвали Кавказ. Вот и получилось, что не найти на земле другого такого места, где на столь малом участке скучилось бы так много разных языков, как на Кавказе. Однако это разнообразие языков не мешало северокавказским племенам чувствовать себя одним народом и совместно отстаивать свою независимость. Когда в VII-VI веках до Рождества Христова огромное царство скифов, распространившее свое господство до Центральной Европы, завоевало и Кавказ, северокавказские племена все же успешно отстаивали свою внутреннюю автономию. Вот что писал об этом в древнем периоде истории горцев известный русский историк Ростовцев. Хотя северокавказские племена и находились под властью скифов, но они пользовались, однако, далеко идущей самостоятельностью, которая все более усиливалась. Они уже долгое время имели стабильный оседлый образ жизни, находились в постоянных торговых отношениях и жили при относительно развитых хозяйственных условиях, как земледельцы, скотоводы, рыболовы. Греческие колонии нашли в них быстро готовых клиентов для своих товаров и посредников для своих сношений с югом и востоком. Профессор Ростовцев. Эллинство и иранство на юге России. Петроград, 1918 год, страница 75. В V и VI веках северокавказцы участвуют в войне между Персией и Восточно-Римской империей. Знаменитый император Юстиниан делает безуспешные попытки ввести среди северокавказцев христианство. С приходом арабов в VII веке появляется и мусульманская религия на Северном Кавказе. Некоторые северокавказские племена приняли христианство, занесенное сюда грузинскими миссионерами, но позднее
они тоже перешли в мусульманство. Торговые отношения северокавказцев с внешним миром, развивавшиеся раньше через греческие колонии на Черном море, значительно расширились в средние века. Только вместо греков появились, начиная с XII века, генуэзцы. Генуэзцев в XV веке сменили турецкие купцы. В XVI столетии впервые и русские обратили свои взоры на Кавказ сразу после завоевания Казанского и Астраханского ханства Иваном IV. Первоначальный план Ивана Грозного, вероятно, предусматривал мирное покорение Кавказа, чем, собственно, и объясняется женитьба Ивана Грозного на черкесской княжне Марии Темрюковой. Но мирное покорение так и не состоялось. В дальнейшем царь Борис Годунов предпринял ряд новых попыток проникнуть на Кавказ, но и они оказались безуспешными. После этого Россия уже целое столетие не дает о себе знать. Только Петр I предпринимает большую военную экспедицию для покорения Кавказа. Эта экспедиция тоже не увенчалась успехом. Петр успел только заложить крепость Терки на северокавказском побережье Каспийского моря, как бы символический знак будущего направления русской экспансии. Новую экспедицию, но уже в более широком масштабе и с более основательной подготовкой, предприняла Екатерина II. Ее лучший стратег, знаменитый Суворов, командует экспедиционной армией, но встречает неожиданный и хорошо организованный отпор северокавказцев, нохчи, черкесов, кабардинцев, нагайцев. Последнее племя было почти целиком уничтожено. Во главе оборонительной войны этого периода становится нохчи из Алдау шейх Мансур Ушурма, 1785 год, который сумел объединить под знаменем священной войны значительные силы чеченцев, кабардинцев и черкесов. Новое оборонительное движение горцев произвело на русских большое впечатление, что Екатерина II, по свидетельству современников, одно время носилась даже с идеей закончить войну с горцами, заключив с ними выгодный мир. Однако вступление в войну Оттоманской империи на стороне своих единоверцев горцев резко изменило положение. Россия двинула сюда новые войска. Ожесточенные сражения продолжались целых 6 лет. Новые усилия и новые переброски русских войск предрешили победу России. Силы Мансура и турок были разбиты. Командующий турецкими войсками Мустафа Паша и имам Мансур были взяты в плен. Пленный Мансур был перевезен в Петербург, представлен императрице и заточен в Соловецкий монастырь, где он и скончался. Но война этим не кончилась. Под властью России оказались только некоторые плоскостные районы Предкавказья. Самая страшная и самая большая война, так называемая Кавказская война, а по существу русско-кавказская война была еще впереди.